«Семерки» подтвердили, что не снимут санкции до деоккупации Крыма и Донбасса. И в России массово запускали бумажные самолетики в поддержку Telegram. Сейчас подробнее. Вселенский патриархат решил подробно обсудить и скоординировать вопрос автокефалии для Украинской православной церкви с сестринскими православными церквями. Об этом говорится в решении Святого и Священного Синода, заседание которого прошло 19-20 апреля под председательством Вселенского патриарха Варфоломея по церковной ситуации в Украине. Представитель УПЦ Киевского патриархата Филарет в интервью ТСН отметил, что независимость Украинской церкви от Москвы укрепит государственность Украины. Якщо буде в Україні визнана єдина Українська православна церква, то це консолідує українське суспільство, зміцнить українську державу. Естонська церква була частиною Константинопольського патріарха, а потім російська церква приєднала її до себе незаконно. І тоді Вселенський патріарх прийшов час, коли він повернув її під свою юрисдикцію. І Москва розірвала з ним євхаристійне єднання. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начинает процедуры для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Но об этом в опубликованном решении Святого и Священного Синода Вселенского патриархата речь не идет. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы 7 на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным подтвердили, что санкции против России не будут сняты до возвращения под контроль Киева аннексированного Крыма и части Донбасса. Об этом в Твиттере сообщил глава политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, цитирую. «Большая восьмерка в Торонто. Без России, но с Украиной. Кремлевский режим должен прекратить агрессию. Санкции продлятся до деоккупации Крыма и Донбасса». Конец цитаты. В сообщении канадского МИД по результатам встречи также говорится, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и министр иностранных дел стран Большой Семерки подтвердили уважение международного порядка, в том числе в отношении территориального суверенитета. Фриланд подчеркнула, что санкции, наложенные на Россию из-за ее неприемлемых действий против Украины, будут продолжаться. С самого глубокого озера Крыма в промышленных масштабах добывают песок, продают его втридорого, говорится в сюжете телепроекта «Крым. Реалии». Строительных материалов на все крымские объекты не хватает. Протесты местных жителей власти игнорируют, отмечает крымский эколог Маргарита Литвиненко. Уничтожается та среда, где рыбы могли бы откладывать свою икру на водорослях и на дне, да, и будет уменьшаться количество рыб. Здесь будет уменьшаться, конечно же, деградировать те сообщества, которые находятся рядом, заиливаться берега. Об этом предупреждает и Крымская академия наук, и экологи-общественники однозначно об этом говорят, что это будут негативные последствия. Подробнее о происходящем вокруг озера Данузлав смотрите в сюжете «Крым. Реалии». В России накануне вечером пользователи Telegram провели акцию против блокирования мессенджера Роскомнадзором. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». Руководители Telegram предложили в 7 часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Этот призыв был распространен через официальный сервисный аккаунт мессенджера. В сообщении речь шла о том, что акция проводится на 7-й день блокировки Telegram в России. Ранее у здания ФСБ бумажные самолетики запускали участница арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. Суд в Москве назначил им за это по 100 часов общественных работ. 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить спецслужбе ключи шифрования от переписки пользователей. Футбольный клуб «Крым-Теплица» из поселка Молодежное Симферопольского района выиграл со счетом 3-1 на своем поле у Керченского океана в 22-м туре чемпионата Крыма по футболу. Об этом сообщает подконтрольный России Крымский футбольный союз. В составе победителей мячи забили Юрий Максимов и Эвертон Сидней де Брито, а за океан отличился Антон Винников, Александр Челядник. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 22 будет ясно. В районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 18. Также без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Доброе утро 23 апреля 2018 года. Это самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на средних волнах и на FM. Вы слушаете нас каждый день. Вы смотрите нас в наших трансляциях в Ютубе и в Фейсбуке. И, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Мы начинаем эту неделю 3 важными темами. На каждую отдаем по полчаса. И, собственно, сразу для вас. Во-первых, можно комментировать. Во-вторых, можно звонить к нам по телефонам. Для крымчан 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, звонки бесплатные. И есть номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905, 044 490 2905, звонки согласно тарифам ваших операторов. Ну и, собственно, мы начинаем. Тема дня. Итак, одна из тем нашего сегодняшнего дня, нашего сегодняшнего утра, 23 апреля. Новый терминал Симферопольского аэропорта. Он открыт и даже показал рекорд — 10 тысяч пассажиров в течение дня. При том, что по европейским и международным нормам Крым — это бесполетная зона, а любое перемещение туда самолетов нелегально. Для кого построен этот терминал? Сможет ли новый терминал решить туристические проблемы полуострова? И самое главное, может ли он претендовать на статус международного, как было до аннексии, пока находится на территории аннексированного Крымского полуострова. Вот это все мы будем обсуждать с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 23 уже минут. Мы начинаем. Крым в центре внимания. Свыше 80 рейсов и более 10 тысяч пассажиров. Такие данные о первом дне работы нового аэровокзального комплекса «Симферополь» сообщил официальный представитель аэропорта Игорь Лаптев. По данным информагентства «Интерфакс», первый рейс в новом терминале выполнила российская компания «Нордвинд» из Москвы. На презентации аэровокзального комплекса гостей встречали герои фильмов «Трансформеры» и «Звездные войны». Об успехах рапортовали даже роботы. Аэропорт Симферополь входит в десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии телеканалу «Милет» рассказывал, что построить такого рода объект за столь сжатые сроки – это большое достижение. Это, наверное, единственный объект, который без сучка, без задоринки, то есть прошел все этапы в данном случае. И вот реализован. Мы сегодня видим, что этим аэропортом будет гордиться весь Крым, нет сомнений. Новый аэровокзальный комплекс заработал 16 апреля. Его строительство длилось почти 2 года и обошлось в 32 миллиарда рублей. После российской оккупации полуострова Украина закрыла крымское небо. Полеты в Крым запретила и Европейская организация по безопасности полетов. Рейсы на полуостров нарушают украинское законодательство и нормы международного права. Крым в центре внимания. Итак, новый терминал Симферопольского аэропорта, который называют международным, хотя, повторюсь, по международным нормам Крым является бесполетной зоной. Для чего его построили? Власти объяснили, что необходимость в новом терминале связана с ростом пассажиропотока. Как заявила дирекция аэропорта, в 2015 году его услугами воспользовались более 5 миллионов пассажиров, что, по их данным, является рекордным показателем для воздушной гавани Крыма. Конец цитаты. В новом терминале имеются даже 2 молельные комнаты для христиан и мусульман, а также есть так называемая «зеленая стена», которая, по словам дирекции аэропорта, является самой большой зеленой стеной в Европе. Комментарий Евгения Плаксина, генерального директора аэропорта Симферополь. Послушаем. Полностью создана безбарьерная среда. У нас 52 стойки регистрации обычных, 3 стойки сверхнормативного багажа и еще много технологических особенностей, которые можно перечислять, но все это в сумме создаст максимальный комфорт и создает определенный задел для растущего пассажиропотока в республику. Мы даже сегодня уже по итогам зимнего периода отмечаем рост пассажиропотока в аэропорту Симферополь на 7%. Рост на 7%. Уже говорили в сюжете мои коллеги, что стоимость постройки этого аэропорта 32 миллиарда рублей, что, насколько я понимаю, составляет чуть больше, чем $500 миллиарда долларов. Не сильная, не слабая цена, скажем так, немало потрачено денег. И все это, напомню еще раз, в зоне, которая по международным правилам считается бесполетной. Тем не менее, новые пассажиры довольны новым терминалом. В соцсетях появляется фото этой самой зеленой стены и залов ожидания.
И вот несколько комментариев, которые оставили пассажиры от посещения аэропорта. Слушаем. Впечатления на самом деле самые приятные, потому что в старом аэропорту, в старом терминале зал ожидания на вылет достаточно такой забавный. Там есть только сиденье и маленькое заведение для попить кофе. Вот. Сейчас я вижу современный аэропорт. Лучше, чем Домодедово. На самом деле просторнее. Сейчас мы вылетали из Домодедова, то здесь я смотрю уже более современный вид. Мне тоже очень все понравилось. И вообще очень хороший терминал. Спасибо Крыму, чтобы так встречал всегда гостей. Вот, собственно, говорят о 5 миллионах пассажиров, и здесь, кстати, эксперты туристической отрасли говорили о возможной манипуляции, потому что заявить о 5 миллионах пассажиров, это означает, что, например, один человек, прилетевший на территорию оккупированного Крыма и потом улетевший, считается как 2 пассажира, по сути, поскольку он посетил 2 разных рейса. Да, соответственно, 5 миллионов пассажиров — это 2,5 миллиона человек, но в некоторых отчетах крымские власти, подконтрольные Кремлю, указывают каждого пассажира, ну, условно говоря, дважды. Но для кого построен этот терминал? Мы еще спросили об этом у бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Алиева. Давайте услышим его мнение. Мнение. Во-первых, нет никаких оснований для роста туристического потока в Крым из России, потому что все условия для того, чтобы россияне приезжали в Крым в мирное время, были для них созданы. И ничего не произошло такого, что сделало бы их поездку в Крым дешевле или проще, или комфортнее. Наоборот, это стало дороже, менее комфортно и с гораздо более ограниченным ресурсом сервиса. Аэропорт до аннексии был международным аэропортом и принимал рейсы далеко не только из России. И это было серьезным нашим туристическим таким транспортным потенциалом, потому что каждый год открывались новые и новые рейсы из стран Евросоюза, из других стран. У нас было почти в среднем 4 рейса в день только из Турции. Причем это были не в Турцию, а скорее из Турции. Так что говорить о изменениях с увеличением туристического потока, думаю, что нет никакого в этом смысла. А аэропорт — это история про туристов в туристическом регионе. Крым 2014 года, к сожалению, нельзя назвать туристическим регионом на мировой карте туристических регионов. В связи с тем, что это серая зона и для международного туриста закрытая, а для внутреннего туриста страны-оккупанта России эта зона не сделала ничего такого, чтобы россияне теперь хлынули в Крым. Ничего в этом плане не произошло, что могло бы увеличить существенно туристический поток в Крым из России. Все это было и раньше им комфортно, даже дешевле было раньше. Пропускная способность аэропорта в советские времена с той же самой инфраструктурой была гораздо выше, чем то, что было и в довоенный период, и сейчас, во время, когда аэропорт принимает только самолеты из России. Но ремонт терминалов и строительство новых терминалов, конечно же, это необходимо, потому что меняется инфраструктура, становится гораздо современнее, и требования к инфраструктуре тоже меняются. Поэтому ремонт — это важная штука. Строительство и расширение емкости аэропорта, там она была достаточная. И я уверен, что для пассажирского аэропорта международный аэропорт Симферополь имел достаточно хорошую емкость. Мнение. Напомню, это было мнение бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Алиева. Обсуждаем, зачем и для кого построили новый терминал, и, собственно, его уже открыли в Симферополе. И сейчас у нас на связи эксперт в области транспорта, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Александр, доброе утро. Доброе утро. Смотрите, у меня вопрос. Российские власти Крыма заявляют о том, что пассажиропоток растет. При этом я же точно так же слышал, что с 2014 года были брошены огромные деньги на субсидирование рейсов вот этих всех авиакомпаний, которые осуществляли перевозки в закрытый по международным правилам Крым. Открытие этого самого терминала, связано ли это с тем, что Россия собирается продолжать это самое субсидирование, или им просто нужно было закончить то, что начали? Ну, что касается пассажиропотока, то пассажиропоток по сравнению с 2013 годом уже в 2015 году вырос 5 раз. То есть аэропорт Симферополя пропускал более 5 миллионов пассажиров в год. И очевидно, что старый терминал с таким пассажиропотоком
справиться не мог. Что касается субсидирования рейсов, то на самом деле это никакое не российское ноу-хау, а многие страны и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Европе, те направления, где есть сложности с поездкой на других видах транспорта, просто субсидируются со стороны государства. И в Российской Федерации субсидии на авиационные перевозки есть не только в направлении Крыма, это есть направление и Сахалина, в направлении Дальнего Востока и Калининграда. Это сделано для того, чтобы сделать полеты на авиасамолетах более доступными для граждан. Хорошо, а вот кто тогда пассажир таких перелетов, который рассчитывает на, во-первых, субсидирование, во-вторых, соответственно, говорили просто о том, что в основном сейчас турист, который приезжает в Крым, это организованный турист, это люди, которые едут по путевкам, соответственно, селятся в каких-то пансионатах и так далее. Вот неорганизованный, не групповой турист, насколько ожидаем в Крыму, по-вашему? Он ожидаем, и на самом деле то, что вы говорите по поводу группового туризма, это не соответствует действительности. В принципе, инфраструктура в Крыму позволяет принимать как групповых, так и индивидуальных туристов, которые самостоятельно организовывают поездки. И, в принципе, они могут воспользоваться разными видами транспорта, в том числе и авиацией. Просто авиация позволяет добраться до Крыма гораздо быстрее, чем железнодорожный или автомобильный вид транспорта. Ну и последний к вам вопрос, наверное. Поскольку Крым считается бесполетной зоной, он закрыт и ИКАО, и международной организацией по... То есть и европейской, и международной организацией по авиационной безопасности. Вот с теми авиакомпаниями, которые осуществляют перевозки, я помню, были придумывания или создание даже новых авиакомпаний, вычленение части воздушного флота у того же Аэрофлота. Как, по-вашему, ситуация будет решаться дальше? Это не соответствует действительности, то, что вы говорите, поскольку рейсы в аэропорт Симферополь выполняют большинство российских авиакомпаний, никаких вычленений авиакомпаний не происходит. Это летают и авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Россия» и, в принципе, все крупные российские перевозчики. Ну хорошо, а Победа, которая была создана... Вы говорите, они аналогичны тем, которые есть, например, для полетов в Гибралтар, которые есть спорные территории между Испанией и Великобританией, или полеты в Северный Кипр, которые также есть спорные между Турцией и Кипром. Спасибо большое. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, был с нами на связи. Обсуждаем открытие нового терминала Симферопольского аэропорта. И сейчас с нами на связи Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. К вам практически те же вопросы, что к нашему прошлому гостю. Первое, с учетом санкций, как будет развиваться Симферопольский аэропорт? Может ли он называться международным? Повторюсь, с учетом закрытия этой зоны как бесполетной с точки зрения ИКАО. Не, международным он никак не может называться, просто потому что международных рейсов туда не выполняется. Россияне пытались мухлевать, так сказать, с этим понятием, пытались сделать такие рейсы, типа вот из Симферополя с посадкой где-нибудь в России и в сторону Турции, например. Но им быстро, что называется, дали по шапке, и они успокоились с этим термином. Но, тем не менее, вот продолжают говорить, что аэропорт Симферополь, он международный, потому что построен по международным стандартам, построен по проекту дочерней компании корпорации корейской, южнокорейской Samsung, вот, тоже в обход санкций каким-то образом. Вот Samsung, правда, экстренно изъял из всех пресс-релизов свое название, вот, чтобы не попадать под санкции. Но, тем не менее, вот считается, что он якобы международный. Ну, что называется, называйте как хотите, международных рейсов он не принимает. Международных рейсов он не принимает. Хорошо, вот наш эксперт Александр Кава только что говорил, что в принципе перевозки в Крым осуществляются по тем же примерно правилам, по которым осуществляются перевозки в другие спорные территории, включая, например, Северный Кипр. Как вы считаете, будет ли эта ситуация сохраняться, или она каким-то образом, я не знаю, на международном уровне будет изменена, и, например, ИКАО хоть частично, хоть полностью признает возможность полетов в Крым? Нет, дело в том, что немножко не так. Если брать, например, Северный Кипр, да, там одно время пытались сделать, чтобы любые авиакомпании туда летали, но очень быстро
как бы ввели санкции, объяснили, что нельзя, и турецкая сторона создала специальную отдельную авиакомпанию, которая летает только туда. Там, может быть, какие-то еще рейсы они выполняют, но там как бы есть определенные ограничения. То есть, ну, для понимания, вот россияне как раз вот этим правилам просто ну, не выполняют его. То есть тут проблема в самом международном сообществе, потому что когда вот только начинался скандал с этими полетами, как бы все завелись, все начали говорить, что ай-яй-яй, как же ж так, закрыли авиакомпанию российскую «Добролет», то есть им быстро объяснили, что, ребята, вы нарушаете международные санкции. Вот. Но там на очень высоком уровне вдруг что-то включилось, скажем так, и международное сообщество включило заднюю, что называется, и сказали, что ну давайте вы все-таки примите решение судов. И опять же, ну, через международные суды будете как бы претензии выставлять. А наше Министерство инфраструктуры тоже вдруг включило, ну, я не знаю, как это обозвать, включило дурака, да, ну, назовем это так. Сказали, что да, мы подаем иски, да, мы к российским авиакомпаниям, да, мы там международную процедуру соблюдаем, но почему-то это с 2015 года тянется. То есть они подают иски, как те заводные зайцы, но дальше Верховного суда Украины это не продвигается почему-то. Вот. Господин Амельян, министр инфраструктуры, все время ходит, рассказывает, что да, мы санкции будем применять, да, мы будем иски подавать. И вот это происходит уже с 2015 года. 3 года, ну, такая инфантильная оппозиция Министерства инфраструктуры происходит. И как бы ничего не происходит, хотя вот, казалось бы, можно арестовывать суда по всему миру. Вот. Не надо говорить, что вот с Добролетом прошло, со всеми не прошло. Там несколько десятков авиакомпаний, которые можно просто вот по всему миру арестовывать. То есть возможности для этого есть. Вячеслав Коновалов с нами на связи. Побудьте, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок от слушателя. Возможно, есть вопрос, собственно говоря, к вам. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь. Добрый день. Сергей из Крыма. Слушаем вас, слушаем. Просто отойдите от приемника и слушайте нас в телефон тоже. Прошу вас. Да. Вы знаете что? Вот я был в аэропорту, я такой гордый, там так красиво сделали. Просто великолепно. И что плохого в том, что сейчас вот сделали? Сейчас вот мало того, что сделали, сейчас откроется мост, буквально через месяц. Пойдут еще туристы, поедут мостом, потом пойдут поездами. И, по-моему, все транспортные нагрузки будут уже все люди будут ехать с большим удовольствием. В крайнем случае уже даже если каким-то самолетом не прилетят в Ростов и приедут поездами. Я вас понял. Спасибо большое за ваш комментарий. Я напомню, с нами на связи Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Но вот как вы считаете, открытие этого терминала, подготовка к открытию этого самого Керченского моста, насколько она может поменять или, я не знаю, сделать доступнее Крым для туристов? Тут вопрос еще в цене вопроса, так сказать. Кто за это все заплатит? Да, вот для сравнения просто. Терминал Д в Борисполе, он где-то в 2 раза больше, чем терминал в Симферополе. Он обошелся, ну, насколько я помню, $300 миллионов. Сейчас называется, что вот терминал в Симферополе, он где-то полмиллиарда долларов. Почти 0,6 миллиарда долларов, да-да-да. То есть вдвое дороже, чем терминал Д в Борисполе. Да, и он в 2 раза меньше. Да, понятно, что Samsung там напроектировал золотых унитазов и так далее. Вот. Просто кто за все это будет платить? Каким образом это будет отбиваться? Потому что получается, что за все платит российский бюджет. Вот, ну, там, субсидируемые там рейсы, ну, правда, тоже надо понимать, что субсидии это, ну, несколько сот тысяч пассажиров, это не миллионы.
Вот, то есть, да, пассажирам это хорошо, это комфортно, это красиво и так далее. Но надо понимать, как вот в какой-то момент обрубят санкциями вот этот финансовый поток, и кто за все это удовольствие будет потом платить, чтобы это не было дворец посреди пустыни. То есть я ничего не говорю против, что терминал плохой или там какой-то совсем это вот. Да, замечательно, что его построили. Но вот он очень сильно субсидируемый, потому что вот мы по линии Европатруля, там общественной компании, проводили мониторинг количества рейсов. Да, накручивают количество рейсов, потому что очень много кодшеринговых, так сказать, рейсов. То есть рейс заявляется, что это одна авиакомпания, реально летит сразу, он под кодировкой одного рейса идет сразу несколько других авиакомпаний попадает туда, так сказать. И тут, то есть... Давайте я уточню просто, это важно для понимания. Собственно, летит один самолет, но на этом одном самолете сидят пассажиры на разных соседних креслах, пассажиры разных авиакомпаний и якобы разных рейсов. Просто этот рейс осуществляет авиакомпания X. Я правильно понял, что такое костшеринговое? Смотрите, примитивно. Две авиакомпании заявлены на один маршрут. Они понимают, что у них по глубине продаж не хватает, просто они видят, что нет продаж. Вот, они договариваются между собой. Понедельник, среда летаю я, вторник, четверг летаешь ты. Вот, но рейс продается под кодами двух авиакомпаний. Вот, и в онлайн-расписании он идет как два рейса. Вот, а летит всего один по факту самолет. То есть, по сути, это такой способ, да, подкрутить отчетность, да, накрутить пассажиров. Да, манипуляция. Хорошо, спасибо вам за это объяснение. А вот второй еще кусок манипуляции, на который мы обращали внимание, что они считают 5 миллионов пассажиров, да, но 5 миллионов это 2,5 миллиона человек, которые прилетели и улетели. Вот такая накрутка в статистике работает у них? Очень, очень вероятно. Более того, вполне возможно, что да, еще военных записывают. Военных? Достаточно большой пассажиропоток составляют спецрейсы. Вот, они, конечно, не всегда идут в сам Симферополь, но могут дописывать. Могут дописывать. Что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Мы вот в последние 25 минут рассуждали и обсуждали, да, разбирали детали открытия нового терминала Симферопольского аэропорта. Сделаю легкое резюме. Итак, первый вопрос, который обсудили, сколько и кто за это заплатит, поскольку уже вот наш эксперт сказал, что стоимость постройки Симферопольского аэропорта почти вдвое выше стоимости постройки терминала Д в аэропорту Борисполь, хотя терминал Д вдвое больше, чем новый Симферопольский, да, то есть вопрос денег. Вторая часть — это субсидирование, собственно говоря, авиарейсов, но наш эксперт Александр Кава сказал, что это нормальная практика для многих стран. Страны и бюджеты субсидируют авиарейсы в так называемые труднодоступные места. И третья часть — это, собственно говоря, санкции по отношению к авиакомпаниям, которые выполняют рейсы в оккупированный Крым. В самом начале, после аннексии, да, была создана даже специальная компания «Добролет», но она достаточно, и причем именно для нее брались воздушные суда у Аэрофлота. Но эта компания быстро закрылась. Сейчас действительно почти все крупные российские авиакомпании осуществляют рейсы в аннексированный Крымский полуостров. И наш эксперт назвал действия, в том числе украинского министерства инфраструктуры, недостаточными. Я так переформулирую эту его фразу, поскольку, да, есть заявление в суды, да, есть решение о том, что нужно в том числе или можно арестовывать самолеты авиакомпаний-нарушителей хоть и по всему миру, но сейчас дальше Верховного суда Украины эта информация просто не уходит. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. У нас сейчас будет короткая пауза, и после этого мы с вами обязательно встретимся. Вы нам можете писать, звонить, смотреть трансляции на сайте Радио Крым Реалии, и также наши трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Услышимся через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вашингтон и Киев призвали Россию прекратить оккупацию Крыма. В Севастополе началась неделя прививок. В Ялте мужчину приговорили к 4 месяцам колонии за нетрезвое вождение. Сейчас подробнее. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвали Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям в полной мере и прекратить оккупацию Крыма. Об этом сообщает в Твиттере пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт. Также в ходе встречи с Климкиным Салливан подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, сообщает Науэрт. Министры иностранных дел группы 7 на переговорах в Торонто обсуждали оккупированные Крым и Донбасс. Армянская полиция сообщает о 232 задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване. Как сообщает армянская служба «Радио Свобода», среди них оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаэлян. Попытки разгона протеста продолжаются. В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет. В аннексированном Севастополе с 23 по 29 апреля пройдет акция «Европейская неделя иммунизации», в рамках которой в поликлиниках можно будет сделать прививки от ряда болезней. Как утверждает сайт подконтрольного Кремлю правительства города, будут доступны вакцины от кори, пневмококковой инфекции, краснухи, полиомиелита, гепатита А и Б, дифтерии, столбняка и коклюша. Прививку можно сделать во всех поликлиниках города. Подконтрольный России мировой судья Ялтинского судебного района приговорил 32-летнего крымчанина к 4-месячному заключению в колонии-поселении за вождение машины в нетрезвом виде. Об этом сообщает российская прокуратура Крыма. В августе прошлого года этот же водитель ездил по улицам Ялты нетрезвым. В надзорном ведомстве отмечают, что его также лишили прав на 2 года и 1 месяц. Публичных комментариев осужденного по этому поводу нет. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 градусов выше 0. Ясная погода. В районе Чингара и Новоалексеевки будет плюс 18, без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право разбираться в деталях того, что происходит на Крымском полуострове, что происходит в Украине, что происходит в мире. Это объективная, непредвзятая информация. Об этом всем самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю, каналы связи. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. 044 490 29 05. Номер телефона для жителей других регионов Украины. Звонки согласно тарифам ваших операторов. Ну и, конечно же, трансляции на сайте Радио Крым Реалии, в Ютубе и в Фейсбуке. Туда вы можете отставлять свои комментарии, конечно же, смотреть сами по себе трансляции и делиться с друзьями. А мы начинаем следующую тему. Тема дня. Как можно 15 лет стремиться к тому, чтобы получить 3 квадратных километра? Это отдельная история, которая касается острова Коса-Тузла. Я напомню нашим радиослушателям, в 2003 году Российская Федерация начала строить в ту сторону дамбу. Это было связано, конечно же, в том числе и с вопросом делимитации, демаркации российско-украинской границы в Керченском проливе. Вопрос того, кто кому платит за проход судов и так далее, и так далее, и так далее. Тогда был серьезный конфликт. Ходили КАМАЗы, шли КАМАЗы целой вереницей большой, насыпали песок, пытались досыпать
досыпать дамбу эту самую до острова Коса-Тузла. Остров Коса-Тузла принадлежит Украине, туда был поставлен даже специальный военизированный какой-то небольшой отряд. В общем, тогда ситуацию каким-то образом заняли, а вот сейчас уже оккупированный Крым собирается передать остров Коса-Тузла во владение Российской Федерации. Как и зачем это делается? Может ли этот участок площадью, напомню, в 3 квадратных километра превратиться в так называемый крымский офшор, о чем уже тоже говорили? Вот все это обсуждаем с вами в течение ближайших 25 минут, уважаемые радиослушатели. Комментируйте, звоните, но сначала слушаем материал. Крым в центре внимания. Остров Тузла в Керченском проливе передают в собственность России. Такое решение приняло подконтрольное Кремлю правительство Крыма на заседании 17 апреля. Об этом крымские власти просило управление российских автодорог «Тамань», которое является заказчиком строительства моста через Керченский пролив. На это заявление отреагировали в Киеве. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило действия крымских властей. Украинское ведомство призвало мировое сообщество не признавать передачу Тузлы соседней России. Российские власти не впервые обращают внимание на Тузлу. В сентябре 2003-го губернатор Краснодарского края Александр Ткачев распорядился начать строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла. В России объясняли, стройку затеяли якобы для предотвращения размывания береговой полосы Таманского полуострова и Косы. По мнению некоторых аналитиков, таким образом Кремль намеревался оказать давление на Украину и установить контроль над Керченским проливом и Азовским морем. Однако осуществить эти планы тогда не удалось. В целях урегулирования конфликта президенты Украины и России Леонид Кучма и Владимир Путин подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. После этого в октябре того же года строительство дамбы остановили. Позже, вспоминая события 2003-го, Кучма заявлял, конфликт вокруг Тузлы после подписания документа исчерпан. Дивитись карту, там чітко проведена лінія. І в тому числі по Керченському. Я думаю, що росіяни переконались, що ми не збираємося вести переговоры. Тузлинская коса когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 20-х годах прошлого века от нее отделился остров Тузла. Его площадь составляет 3,5 километра. Тузла отделена судоходным каналом от Крыма и мелководным от Таманского полуострова. Крым в центре внимания. Итак, напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Мы сейчас с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, обсуждаем идею о передаче острова Тузла с баланса, условно говоря, Крымского полуострова на баланс Российской Федерации. Напомню, что впервые Россия хотела получить остров Тузла еще в 2003 году, и тогда, кстати, это было такое достаточно шоковое заявление, по крайней мере, мне как парламентскому журналисту тогда так показалось. Напомню, 2003 год, то есть 15 лет назад. Тогда на сцену украинского парламента вышел просто тогда еще народный депутат, это впоследствии он стал и министром обороны Украины, и премьер-министром, в обратном порядке, правда. Так вот, Юрий Ихануров тогда вышел на парламентскую трибуну и сказал, что попытка построить косу, построить дамбу к острову Тузла и, соответственно, попытка забрать остров Тузла Российской Федерации должна рассматриваться Украиной как акт агрессии, и Украина должна задуматься и объявить, например, о восстановлении своего ядерного статуса. Это было шокирующее заявление, тогда его много обсуждали, но, по сути, это первый такой территориальный конфликт, когда действительно было притязание на какой-то кусок украинской территории, да, и, соответственно, прозвучала в украинском парламенте, то есть во вполне официальном и легитимном органе, идея о том, что из-за территориальных претензий Украина может пойти на восстановление, в том числе, своего ядерного статуса. Напомню, Украина лишилась ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума, когда несколько стран стали гарантами территориальной целостности Украины, и, собственно, одним из гарантов была Российская Федерация, которая впоследствии и аннексировала Крымский полуостров, а сейчас пытается, или, скажем так, рассматривает идею передачи этого самого маленького острова длиною в 6 километров и шириною в 500 метров, площадь около 3 квадратных километров. Итак, через 15 лет Россия думает снова о том, чтобы получить в свою собственность этот самый маленький остров Тузла. С нами на связи Юсуф Куркчи, первый заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Юсуф, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Ну вот напомнил я уже всю историю с островом Тузла и даже заявление тогда просто народного депутата, а впоследствии, например, министра обороны Украины Еханурова, который сказал, что это посягание на территориальную целостность Украины, и Украина должна задуматься о восстановлении ядерного статуса. Напомню, это было 15 лет назад. Как вы считаете, Россия, которая сейчас аннексировала Крымский полуостров, зачем ей нужно по их там ситуации вроде как внутри себя, но тем не менее передавать этот маленький остров Тузла с баланса Крыма на баланс Российской Федерации? Ну, вопрос не идет о передаче острова целостного как географической какой-то единицы. Речь идет о выделении части земельного участка для технологических этих всех вещей, которые связаны по строительству Керченского моста. Потому как мы можем только предполагать, что, видимо, эксплуатация этого моста требует каких-то инженерных сооружений, которые не могут относиться к мосту там и так далее. Но именно что мы в министерстве проследили, этот процесс начался еще Керченским городским советом, когда он дал согласие на изъятие. И после уже был закреплен решением или распоряжением главы оккупационных властей Аксеновым о передаче этого участка, земельного участка на Тузле. То есть о передаче острова речь не идет. Хорошо, а зачем передавать, если Россия считает Крым своей территорией, а Тузла является частью Крыма, то зачем внутри себя передавать какие-то даже земельные участки? Ну, смотрите, любое использование земли, будь то строительство дома, любого другого инженерного сооружения, предполагает, скажем, эксплуатацию земли. Кто-то должен платить налог за этот кусок земли, кто-то должен отвечать за все, скажем, те показатели, которые закреплены в законодательстве той или иной страны. Дело в том, что эксплуатация этого Крымского моста наверняка связана с эксплуатацией какого-то земельного участка. Поэтому и передается именно управлению дорожного строительства, которое имеет юридически свою приписку в Тамане, и этому предприятию и передается этот земельный участок. Хорошо, а почему нельзя было его передать, я не знаю, какому-нибудь предприятию, которое зарегистрировано в Крыму? Вы говорили о технологиях. Это означает, что есть какие-то технологические аспекты, которые, ну, собственно говоря, нельзя обслуживать в подсанкционном Крыму, а если вывести его, этот участок, из баланса, собственно, крымской власти на баланс Тамани, то там это легче будет использовать, я не знаю, с точки зрения санкций, с точки зрения бюджета. Почему так? Ну, я не могу ответить на все ваши вопросы одним каким-то простым предложением, но я скажу другое. Я бы, скажем, из этого процесса самого не делал бы большой проблемы по той простой причине, что как весь мир, как и наша страна, как и все наши партнеры не признают аннексию Крыма, а к территории Крыма географически приписан остров Тузла. Поэтому что бы там ни делали оккупационные власти, какие бы решения они ни принимали, эти все решения будут признаваться никчемными, и поэтому мы должны быть уверены в том, что Крым вернется, и все те вопросы, которые сегодня, на наш взгляд, кажутся очень странными, они решатся и очень справедливо. В общем, они решатся. Еще один к вам вопрос. Скажите, вот, собственно, одно дело, когда произошла аннексия, Украина и международное сообщество эту аннексию не признает, есть собственность или там имущество, которое потеряли украинские предприятия, украинское государство и украинские граждане. Тут все понятно. Но что есть ли какая-то уже, я не знаю, сформированная политика, что будет делаться с объектами, которые построены на территории Крыма после аннексии? Ну вот тот же самый Керченский мост или же, например, новый терминал Симферопольского аэропорта. Это объекты, которые появились позже, в них вложены деньги. Какова политика украинского государства по отношению к этим объектам? Их нужно будет, я не знаю, убрать и прибрать за собой, да? Или же эти объекты тоже перейдут каким-то образом на баланс крымских, Автономной Республики Крым или что-то. Как будет действовать украинское правительство? Давайте вернем Крым
И я вам скажу, что это не будет самой большой проблемой, о которой вы говорите, каким образом инвентаризировать, каким образом определить ответственность за эксплуатацию или за демонтаж этих всех сооружений, которые вдруг мы решим, что они нам не нужны или их эксплуатация для нас невыгодна. Поэтому первый вопрос, который сегодня стоит, это вопрос деоккупации Крыма, а все остальные вопросы мы будем решать уже тогда, когда будем на территории. По мере их поступления. Спасибо большое. Да. Юсуф Куркчи, первый заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, был с нами на связи. Обсуждаем идею о передаче земельного участка на маленьком острове Тузла площадью 6 километров с баланса крымского на баланс таманский, соответственно. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Как по-вашему, в чем идея передачи этого участка земли на острове Тузла из Крыма Российской Федерации, если Российская Федерация считает Крым своей территорией? Зачем было передавать между собой, причем такую незначительную территорию? Трудно сказать сегодня. Возможно, они смотрят лет на 50-70 вперед. А на самом деле, на сегодняшний день это абсолютно, скажем так, незаметная операция. Представьте себе, вот у нас есть такой поселок Приветное на южном берегу Крыма. Его несколько раз в составе Советского Союза передавали из управления на баланс то Лушчинского горосполкома, то Судакского. И никто никаких проблем здесь не испытывал внутри. И точно так же и здесь. Для крымчан это ничего не означает. А вот с точки зрения международного права, на большую перспективу, я думаю, вот тут, наверное, и собака зарыта. Хорошо, то есть это вопрос на большую перспективу. Я читал мнение, которое высказано на сайте, в том числе радио Крым Реалии, это мнение журналиста Виталия Портникова, и он сравнил ситуацию с вот этой передачей Тузлы, с тем, как на баланс Российской Федерации передавался, например, город Кёнигсберг, и сейчас это эксклав Российской Федерации, как передавались еще какие-то административно-территориальные, пусть даже небольшие участки, еще в рамках Советского Союза, где все республики были частью Советского Союза и были советскими республиками. Считаете ли вы, что эта передача части территории, передача острова Тузла, это подобная история для организации некоего эксклава впоследствии? Насчет анклава я не берусь сейчас судить, это сложный вопрос. Я, честно говоря, не очень знаком с тем, как Кёнигсберг передавался. Но я еще раз хочу повторить, что для внутрикрымской жизни сейчас это особой роли не играет. И к тому же это пока только проект решения, еще, собственно, решение-то само не принято. Так что подождем. Подождем. И тогда, наверное, последний к вам вопрос, Дмитрий. Смотрите, сама по себе идея о передаче вот этой самой Тузлы, она же, естественно, напомнила события 2003 года, когда Российская Федерация начала строить дамбу к этому самому острову, и там конфликт, хотя, повторюсь, это остров площадью 6 квадратных километров, 3 квадратных километра, 6 километров в длину, полкилометра в ширину, там проблема дошла до уровня президентов Российской Федерации и Украины на тот момент, собственно, Леонида Кучмы и все того же Владимира Путина. Для крымчан в крымском информационном поле этот аспект вспоминается, не вспоминается, как обсуждается, я не знаю, какое к нему отношение? Или просто это, проект и проект? Сейчас уже об этом забыли, конечно, как-то на фоне тех последующих событий. А тогда это воспринималось довольно как серьезная опасность, потому что там, во-первых, менялось правило судоходства. Это был такой один из моментов, который выносился на щит. И во-вторых, когда к вашему дому сосед, даже добрый сосед, как казалось, подъезжает сбоку, то непонятно, какие намерения. А сейчас эта тема как-то уже давно забылась. Спросите многих крымчан, они уже и не помнят даже, что это за Тузла, какой там был конфликт в 2003 году. Угу. Смотрите, еще тогда одно уточнение. Я видел, по крайней мере, реакции в социальных сетях и комментарии некоторых журналистов о том, что вот эта идея с передачей участка земли связана каким-то образом с вопросом нагрузки, в том числе на крымский бюджет и бюджет Российской Федерации. То есть, чтобы часть денег, например, на функционирование этих каких-то инженерных сооружений шла не из крымского бюджета и было условно меньше, нужно было меньше дотаций, простите,
переместите в Крым. Вот как такой вариант. Второй вариант обсуждавшийся — это чуть ли не обустройство некоего крымского офшора, где можно будет регистрировать компании, которые формально будут в Российской Федерации, но при этом осуществлять деятельность на территории Крымского полуострова. Как вы считаете, возможно ли такие варианты? Идет ли разработка в ту сторону, или это просто очередная конспирологическая теория? Ну, я не готов сейчас именно так ответить. Я только смотрю, что в Крыму уже строятся на словах не первый раз игровые зоны, куда привлекут совершенно со всего мира богатых дядей играть в рулетку, пока на словах. И многое другое в этом, прожекты так называемые. Что касается этой темы, то, мне кажется, это абсолютно бессмысленная затея, потому что неважно, с какого кармана Российская Федерация будет доставать деньги, из своего личного или из того, который она достанет и отдаст Крыму. Крым-то регион дотационный. Ну, Крым всегда был регионом дотационным, но показывать уровень дотационности или сказать, что, например, с, там, я не знаю, 19 года Крым стал на 100 миллионов там, рублей или на 10 миллионов рублей менее дотационным, это же тоже такой вариант. Согласитесь, это не принципиально уже. Быть должным на 10, на 100 миллионов больше или меньше, ну, это несерьезно уже. Это факт остается дотационный. Это нагрузка, и она никуда не девается. Это нагрузка, и она никуда не девается. Дмитрий Амельчук, я попрошу вас немного остаться на линии. Лишь напомню нашим радиослушателям, что вы можете в том числе задавать вопросы нашим экспертам по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Еще секунда, и мы продолжим наш диалог. В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Я напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Мы сейчас обсуждаем идею передачи земельного участка на острове Тузла из, скажем так, ведения Крыма в ведение Российской Федерации. С нами на связи крымский политолог Дмитрий Амельчук. Дмитрий, мы уже говорили о том, что Крым все равно дотационный, и неважно, из какого кармана заплатят, например, за обслуживание вот тех самых инженерных сооружений, которые находятся в том числе на острове Тузла. Я помню те же времена 2003 года, когда Россия начала строить эту самую дамбу, и было заявление тогдашнего просто депутата Иханурова о том, что из-за этого Украина должна начать восстанавливать ядерный статус, потому что. Вот сейчас транспортная завязка на Российскую Федерацию, возможность открытия этого самого Крымского моста, и при этом критика со стороны властей России в адрес крымских властей, что, возможно, передача этого участка связана с тем, что из дотаций, я не знаю, больше денег уходит неподконтрольно? Там, где в России используются бюджетные деньги, равно как и в любой другой стране, конечно, какая-то часть уходит. Вопрос больше, меньше, это уже этим занимаются правоохранители. Крым в этом плане совершенно не исключение. И если посмотреть на отдельные кадровые перемещения, на задержания, которые происходят в Крыму, о которых пишет пресса, понятно, что и здесь все не блестяще и не безупречно. Но, в принципе, эта дотация как была, так и остается, и ничего от этого не меняется. По крайней мере, суммы, которые каким-то образом потерялись в Крыму, они гораздо меньше, чем при строительстве космодрома или, скажем, где-нибудь там стадиона в Ленинграде, в смысле в Петрограде. Так что здесь мы в русле общих тенденций. В русле общих тенденций. Хорошо. И как последний вопрос. Как вы считаете, вот эта идея о передаче, будет ли она оформлена каким-то решением, и ожидают ли, например, инициаторы, авторы этой идеи каких-то в ответ, я не знаю, там, международных заявлений? Уже было сказано что-то украинским МИДом, но вот дополнительные действия, дополнительные какие-то реакции на это со стороны международного сообщества? Вы знаете, международное сообщество в последнее время все слабее реагирует на крымскую тематику, обратите внимание, это реальность. Я думаю, что особенных каких-то возражений и особенных скандалов по этому поводу не будет. Это будет оформлено внутренним решением, примерно такого уровня, как в свое время передавался один административный район другому.
скажем, в том же Советском Союзе по отношению к приветному, о котором я говорил. И на этом все закончится. Шума по этому поводу, да не будет и, в общем-то. Нет оснований. Слишком мелкий объект, слишком 3 квадратных километра, слишком маленькая площадь, чтобы устраивать бучу, да? Да нет, не в этом дело. Хорошо, а что меняет шум? И то, и другое сегодня находится в любом варианте в условиях в составе Российской Федерации. По поводу чего шум поднимать? Вот если в 2003 году было какое-то соглашение о передаче этого куска России, вот тогда, конечно, можете себе представить, какой был бы резонанс. А сейчас, я еще раз говорю, на 50 ближайших лет все в порядке. Эта тема будет поднята, видимо, позже. Я вас понял. Что ж, спасибо вам за такие подробные экспертные комментарии. Напоминаю нашим радиослушателям. С нами на связи был Дмитрий Владимирович Омельчук, крымский политолог. Обсуждаем сейчас идею передачи земельного участка на территории острова Тузла из подчинения Крыма в подчинение непосредственно Российской Федерации. Разные мнения на этот счет были высказаны. И вопрос организации, в том числе так называемого возможного крымского офшора, когда компании, зарегистрированные на этом участке, будут формально действовать в Российской Федерации, а физически на территории Крымского полуострова, и это, возможно, позволило бы обойти какие-то санкции. Это всего лишь предположение. И, соответственно, наш эксперт Дмитрий Омельчук сказал, что это вряд ли сложится по той простой причине, что уже было много подобных заявлений, в том числе о строительстве какой-то офшорной и горной зоны, куда приедут богатые, цитирую его, люди со всего мира и будут играть в рулетку. Но пока этого всего не произошло. Другая часть, естественно, напомнили мы об истории притязаний Российской Федерации на этот самый остров Тузла. Они начались еще в 2003 году, когда Российская Федерация начала строить дамбу с Таманского полуострова, и тогда был большой достаточно конфликт, который вышел на уровень президентов Украины и России, и было подписано соответствующее решение этих двух президентов. Тогда это был с украинской стороны Леонид Кучма, с российской стороны Владимир Путин. Обсудили также вопрос, что будет делать по этому поводу украинская власть. С нами на связи был первый заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий. И, соответственно, по его мнению, первое, что должна сделать Украина, это вернуть Крымский полуостров, а уже потом разбираться, какие решения на территории Крымского полуострова были приняты оккупационной властью, и какие из них, и какие объекты, которые остались в результате аннексии, какие объекты должны сохраняться, какие объекты сохраняться не должны. Напоминаю вам каналы для связи, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926, это телефон для звонков из Крыма. 044 490 2905, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И вот есть у нас, конечно же, комментарии в нашей трансляции в Ютубе, в частности. Читаю один из комментариев. В России полно дотационных регионов. Это совершенно нормально. Это, вероятно, была реакция на экспертное мнение о том, что Крым, независимо от того, какая часть его территории, да, и мы обсуждали как раз вопрос передачи земельного участка на острове Тузла, какая часть его территории будет напрямую датироваться из российского бюджета, а какая будет датироваться опосредованно. Итак, написал наш слушатель Рудольф: в России полно дотационных регионов, это нормально. И есть еще один его же комментарий этого Рудольфа. Он пишет: почему-то хватит врать. Мост федеральный, поэтому и остров передали в федеральную собственность. Вот и все. Собственно, окей, таково ваше мнение. Спасибо вам за ваши комментарии в наших трансляциях в Ютубе. Напоминаю, у нас есть также трансляция на сайте Радио Крым Реалии. И еще через несколько секунд мы перейдем к следующей теме. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мне всегда с вами приятно и весело. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. США выделили Украине почти $1 миллиард на улучшение безопасности, заявила посол. В Минкурортов полуострова заявили о готовности к сезону. И в Крыму хотят запретить детские комнаты в торговых центрах выше первого этажа. Сейчас подробнее. С 2014 года США выделили Украине почти $1 миллиард на улучшение безопасности, сообщила посол США в Украине Мария Яванович в интервью «Завтра» совместному проекту «Радио Свобода» и 112 Украина. В эту сумму включено оборудование, в частности приборы ночного видения и радара, которые спасают жизни украинцев, отметила она. Самой важной инвестицией, по мнению американских и украинских генералов, стало обучение, которое проводят для украинцев США и другие союзники НАТО, подчеркнула дипломат. В феврале правительство США передало вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения. Инфраструктура Крыма готова к предстоящему сезону и приему туристов. Об этом РИА Новости сообщает подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. Так, по словам главы ведомства, в регионе открываются новые отели и запускаются дополнительные экскурсионные маршруты. В прошлом году открылось 6 новых отелей, в 50 проведен ремонт и реконструкция. В этом году открывается еще 2, сказал чиновник. Волченко отметил, что в регионе оборудовано более 450 пляжей. Власти Крыма намерены законодательно запретить размещать детские комнаты в торгово-развлекательных центрах выше первого этажа. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. До конца недели чиновники должны внести свои предложения на законодательном уровне. По мнению Аксенова, размещение комнат на первом этаже – наиболее безопасный вариант для детей в случае чрезвычайной ситуации. В поселке Новоалексеевка Херсонской области открыли мемориальную доску к столетию освобождения войсками УНР Крыма от большевиков. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым на своей странице в Фейсбуке. В Доме культуры Чангарского сельсовета возле админграницы с Крымом прошел торжественный концерт. После для жителей села и гостей военнослужащие организовали обед в полевой кухне. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 22 градусов выше 0 ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 18, без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалии. Это самое крымское в мире радио. Обсуждаем важные темы. Меня зовут Павел Новиков. И напоминаю еще раз каналы коммуникации с вами, уважаемые радиослушатели. Вы всегда можете позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Но есть также номер телефона для жителей других регионов Украины. 044 490 2905. Звонки согласно тарифам вашего оператора. И, конечно же, есть сайт «Радио Крым Реалии», есть наши трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Там можно не только смотреть и слушать, но и комментировать. А мы начинаем следующую тему. Тема дня. Итак, Крым. 105 социальных сирот. Это дети, у которых есть отцы, но они в СИЗО или уже даже в тюрьмах. Сотни обысков, арестов, административных штрафов. В один из дней прошлого года в крымских судах практически одновременно проходило 80 заседаний. Так подконтрольные Кремлю власти Крыма пытались снизить количество тех, кто поддерживает арестованных. И вот теперь, только за апрель, в Симферопольском СИЗО неестественной смертью погибло 4 крымских заключенных. Почему российские силовики на полуострове скрывают эту информацию? Да, было свежее заявление от Федеральной службы исполнения наказаний, и они сказали, что это все исключительно суициды, не 4, а 3, но это прошло несколько дней, прежде чем эта информация вообще появилась. Но, тем не менее, насильственные смерти
в местах лишения свободы, в местах ограничения свободы СИЗО, это следственный изолятор. Вот, собственно, этот вопрос мы обсуждаем в том числе с вами, уважаемые слушатели, но, конечно же, прежде всего с экспертами. И сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, а как вышла вообще информация об этих 4 насильственных смертях? И вот, повторюсь, уже появилось заявление российского ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, что, во-первых, не 4, а 3 погибло, и все они совершили суицид. То есть якобы тюремные власти не виноваты. Как раз именно основной причиной, которая нас побудила все-таки сделать информацию этой публично, стало то, что на тот момент, когда мы выяснили про 4 смерти, никакой информации ни у ФСИНа, ни у прокуратуры, ни Следственного комитета, ни на сайтах нигде не было. И мы боялись, что эти смерти будут снова замолчены, потому что мы уверены, что это вообще не первая смерть за все эти 4 года. Поэтому, чтобы как-то повлиять и добиться реакции, возможно, начала расследования или привлечь хотя бы международные организации к этому, мы опубликовали ту информацию, которую смогли установить. Источники разные и независимые друг от друга, они все подтвердили 4 смерти. И действительно, спустя несколько дней после публичного нашего заявления ФСИН, как минимум мы добились того, что ФСИН подтвердил хотя бы 3 смерти. Если бы этого не было, то ФСИН вообще бы промолчал, и мы бы даже не узнали, были эти смерти или нет. Как минимум мы знаем, что 3 смерти точно были, и ФСИН вынужден был это подтвердить. Получается, наша информация ФСИНа расходится в отношении одного человека, который по нашей версии вскрыл себе горло и в результате погиб. ФСИН на своем сайте утверждает, что все-таки после этого инцидента человека смогли спасти, и он находится в больнице. Но нам неизвестно, в какой больнице. ФСИН так и не назвал его имени, поэтому все равно вопрос с 4-м человеком пока не закрыт, и мы будем искать дальше, чтобы подтвердить, жив он или нет. Хорошо, а если ФСИН говорит, что это были всего лишь, ну или не всего лишь, но просто случаи суицида, и, соответственно, тюремные власти якобы в этом не виноваты, какова позиция правозащитных организаций о таких смертях? К сожалению, практика вообще российская такова, что практически все смерти, которые происходят на территории места заключения, они списываются всегда на суицид. Действительно, многие из них происходят как суицид. Однако, тут 2 момента. Первое. Нужно объективное расследование, которое крайне сложно провести в местах несвободы, потому что это все под контролем ФСИНа. И он, естественно, не хочет, чтобы информация вышла наружу. Только недавно вы, возможно, слышали про страшный случай в Санкт-Петербургском СИЗО, когда был убит в СИЗО предприниматель Пшеничный. Его смерть была списана на самоубийство, но адвокаты и родственники провели свои расследования и вскрытие. Оказалось, что человек умер в результате жестоких пыток, которые потом списали просто на самоубийство. Это как раз иллюстрирует ту проблему, которая связана с самоубийствами. У нас также возникли сомнения по поводу нескольких смертей. Мы не исключаем, что это может быть самоубийство, но в то же время у нас есть объективные вопросы. Например, Сервер Белялов, который по версии ФСИНа повесился, у него уголовное дело развивалось таким образом, что были открыты новые обстоятельства, и эти обстоятельства давали ему шанс, что дело уголовно будет закрыто, и он вообще в ближайшее время выйдет на свободу без уголовного дела. Поэтому вопрос, какая причина была бы для суицида у такого человека. Ну, то есть зачем человеку совершать самоубийство, если его дело, скорее всего, может привести его на свободу? Вы считаете, что там могло быть доведение до самоубийства или даже насильственное убийство? Я скажу так, что мы не исключаем того, что могут быть другие причины смерти, кроме суицида. Более того, даже если произошел суицид, да, это не снимает ответственности с руководства СИЗО и с руководства ФСИН. Почему? Потому что люди, которые находятся под контролем, а в СИЗО вы полностью находитесь под контролем власти, эта власть несет ответственность за обеспечение права на жизнь. То есть должны быть созданы все условия, чтобы человек не смог покончить с собой, потому что, да, действительно, люди находятся в уязвимом положении, многие из них испытывают психологические проблемы, и бывает так, что хотят покончить с собой. Но власти и должны обеспечить этого. И в этом смысле еще больше удивляет смерть, которая произошла в карцере. Карцер – это вообще особый режим, там погиб Дмитрий Шапошник. Его смерть тоже описана как через повешение по версии ФСИН. Но тут возникает вопрос. Карцер – особый режим, где у людей забирают, в принципе, все предметы, проверяют их одежду, чтобы не было резинок, веревок, никаких предметов, с помощью которых можно покончить с собой. Поэтому почему у него оказалась возможность в карцере покончить с собой, это опять-таки вопрос именно к руководству ФСИНа и к руководству этого СИЗО, как так вышло. И конкретно минимум к 2 людям. Один из них – это как раз-таки
все-таки начальник СИЗО, это Бережной Сергей Владимирович, он несет непосредственную ответственность за все, что происходит в его СИЗО. И также это начальник управления ФСИН Булгаков Вадим Викторович. Это минимум 2 человека, в отношении которых должны быть провести расследование, насколько действительно была обеспечена безопасность для этих людей. Хорошо, вот если по мнению международных правозащитных организаций эти люди были либо доведены до суицида, либо вообще там подверглись насильственной, то есть их смерть была насильственной, да, что вы можете сделать? По сути, если ФСИН российский отрицает все и говорит нет, мы ни при чем, то каковы возможности вашего влияния? Как раз одна из возможностей – это привлечение внимания. Для этого мы как раз, как только установили эту информацию, в четверг отправили эту информацию по международным организациям. И теперь имеем еще и подтверждение от российских властей, что крайне сложно обычно добиться. Но Россия сама подтвердила минимум 3 смерти. Это дает нам основание снова обратиться к ним и поднять вновь вопрос доступа, например, Комитета противодействия пыток на территорию Крыма, чтобы они посетили СИЗО. Поэтому, я думаю, вполне возможно, что именно эти аргументы про реальные смерти, от которых даже Россия не может отказаться, могут повлиять на то, что все-таки комитет международный ООН против пыток все-таки за эти 4 года впервые посетит Крым. Спасибо большое. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Напоминаю, обсуждаем 4 насильственные смерти в Симферопольском СИЗО только в течение апреля 2018 года. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила 3 смерти, причем назвала, что причиной их было самоубийство. 4-ю смерть они не подтверждают. И напоминаю также уважаемым радиослушателям, у нас есть каналы связи. Вы можете писать комментарии в нашей трансляции в Ютубе и Фейсбуке, на сайте Радио Крым Реалии и, конечно же, звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. И 044 490 29 05. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Мы продолжаем. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии продолжает трансляцию. Тема, конечно же, по-человечески страшная. 4, или, как подтверждает ФСИН, 3 насильственные смерти в Симферопольском СИЗО. Что можно с этим сделать? Вот наша гостья только что говорила, Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, что, возможно, широкое распространение этой информации даст хотя бы доступ международным организациям в Крым. И с нами на связи уже Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Ахтем. Доброе. Скажите, пожалуйста, какова ваша позиция, какова позиция Меджлиса по этому вопросу? Что вы собираетесь делать с тем, что, уже есть и 105 социальных сирот, и уже столько было арестов и судов, и вот сейчас уже только в течение 1 месяца 4, или, как подтверждают российские силовики, 3 смерти? 3, 4 лежит в реанимации. У меня есть возможность отслеживать непосредственно ситуацию в СИЗО. Что я вам могу сказать? СИЗО Симферополя это такое закрытое такое учреждение. Вот эти все, в общем-то, наши мысли или желания о том, что должны быть какие-то нормы безопасности, я вам скажу, что это наши желания. Там сами условия такие, что если люди, если это речь идет о, скажем так, о самом человеке, который решил покончить жизнь самоубийством, создаются действительно такие, то есть такие условия, что ты все время находишься, можешь находиться в состоянии таком, что лучше умереть, чем продолжать находиться в таких мучениях. Пронести, как там говорят, что достаточно сложно какие-либо инструментарии, но это не так, это для того, чтобы вот таким образом применить к себе насилие или насилие к сокамернику, достаточно инструментарий.
То есть, подождите секунду, Ахтам-ага, правильно я вас понимаю, что, по сути, руководство Симферопольского СИЗО, своим бездействием, например, или даже, возможно, действием, создает возможность для того, чтобы заключенные, в том числе, совершали суициды. Но как вы оцениваете эти даже 3 смерти? Являются ли они, по вашим данным, насильственными, или это суицид, или это доведение до суицида? Вот пока я сидел, там, допустим, когда поменялся начальник СИЗО, материка прислали, да, было 12 смертей. Это сопровождалось там массами комиссиями с Москвы, там, и, в общем-то, все закончилось тем, что не о том, что это была насильственная смерть, не было. Но на самом деле, да, человек применяет к себе такие методы лишения свободы, может быть и добровольно, но условия созданы такие, что, допустим, человек, либо не имеющий надежды на то, чтобы оттуда выбраться, он может применить к себе такие методы. Вот я выясняю, допустим, там тот, который старик 69 лет, по меркам тюрьмы, это старик, он обвинялся в педофилии, и когда я сидел один час, Так, я так понимаю, у нас пока какая-то очень плохая связь с Ахтемом Чийгозом, заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас мы будем восстанавливать связь. Давайте попробуем. Ахтам-ага, слышно ли меня? Потому что очень-очень плохо вас слышно. Вы начали с человека, которому более 60 лет, и дальше уже практически ничего не было слышно. Вот, говоря, я с ним разговаривал, просто не имел таких шансов на то, чтобы доказать обратное в том, что его обвиняли. А это очень тяжело, это педофилия. Или вот, например, молодой Так, Ахтам-ага, я вас прошу меня простить, просто действительно совершенно ничего не слышно. Сейчас мои коллеги перенаберут вас. А я напомню уважаемым радиослушателям, с нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Сейчас мы пробуем восстановить с ним связь. А обсуждаем мы сейчас, вот уже подтвердил Ахтем Чийгоз, что смертей было не 4, а 3, а 4-й, соответственно, находится в реанимации. То есть, по крайней мере, информация, которую накануне распространила Федеральная служба исполнения наказаний о том, что исходное заявление международных организаций о 4 смертях не подтверждается, подтверждаются 3 смерти, и все они названы смертями в результате суицида, то есть самоубийства. Ахтем Чийгоз также сказал, что он сам в свое время сидел в Симферопольском СИЗО, и он утверждает, что там созданы все условия для того, чтобы в том числе люди там совершали суициды, нет никаких проблем пронести или провести что-то такое, что может причинить в том числе смерть себе или сокамерникам в Симферопольском СИЗО. А тем временем с нами на связи есть также Сергей Шаров-Деланео, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Сергей, добрый день. Добрый день. Ну вот Ахтем Чийгоз, который тоже в свое время посидел в Симферопольском СИЗО, утверждает, что там созданы все условия, и в том числе для того, чтобы люди совершали над собой суицид. Но само заявление международных организаций об этих уже подтверждено 3 смертях, ФСИН утверждает, что это суицид, международные организации говорят, что это возможно или доведение до суицида, или даже насильственная смерть, они будут дальше это расследовать. Насколько это распространенная история, собственно, в российских местах лишения свободы? Ну, даже в российских СИЗО это не такая редкая история. Но вот у нас сейчас в России знаменитое, нашумевшее уже дело Валерия Пшеничного в Санкт-Петербурге, ученого, который разрабатывал подводные, работы для подводных лодок, который тоже как бы называется суицидом, хотя совершенно очевидно, что оно им не является. Судя по всему, что мы знаем, им не является. А уж в местах лишения свободы это совсем частая картина.
Хорошо, а получается ли, ну вот, собственно, наша собеседница Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы утверждает, что, ну, например, широкий резонанс и обращение в различные международные структуры может, в конце концов, они надеются, привести к тому, что в Крым, например, приедет, ну, я не знаю, комитет по предотвращению пыток в местах несвободы. Насколько российский ФСИН в принципе способен подпускать какие-то международные организации к объектам, над которыми они, собственно, главенствуют? Ну, честно говоря, практически не склонен категорически, просто скажем так. Российский ФСИН очень плохо реагирует, скажем, реагирует, она спасает, помогает спасать людей, но очень тяжело реагирует, скажем, на использование 35-го правила, артикль 39 о Европейском суде, который вот незамедлительные обеспечительные меры для сохранения жизни и здоровья. Очень тяжело реагирует, но плохо. А уж допустить в свою территорию — это решение не ФСИН, это решение уровнем выше, безусловно. Хорошо, но сам по себе, как вы считаете, может ли состояться, или этому решению будут противодействовать, может ли состояться в какой-то перспективе обозримой допуск международных наблюдателей, например, в то же самое Симферопольское СИЗО, где вот тут в течение месяца зафиксировано 3 смерти и 1 человек в реанимации? Вы знаете, если вы хотите мое честное мнение, то я не вижу никаких шансов. Любое другое, но не Симферопольское, скажем так. А в чем особенность Симферопольского, по-вашему? А в очень простом, понимаете, это все на фоне абсолютно незаконной аннексии Крыма. Но тут все разом просто. Потому-то там так вольно себя чувствуют ФСИН и ФСБ и так далее, что за ними нет надзора, потому что они там развязаны руки. У них там развязаны руки. И смотрите, еще один вопрос. Много говорят о том, что сама по себе правоохранительная система Российской Федерации, да, хоть она и не самая мягкая в мире, и количество там оправдательных приговоров одно из самых низких вообще на земле, да, но в Крыму они действительно действуют еще более жестко, особенно в том, что касается представителей крымско-татарского народа. Как вы считаете, они уже достигли, ну извините, какой-то грани, или они будут еще ужесточать свои действия, поскольку действительно никому не подконтрольны? К сожалению, если вам кажется, что достигли дна, то всегда есть такое опасение, что снизу постучат. Вот. Не знаю, очень трудно сказать. Всякая неподконтрольность, она только поощряет дальнейшее развитие, худшее развитие событий. Это всегда так. Насколько в Российской Федерации легко, я не знаю, там допустима работа правозащитных организаций, которые как раз поддерживают людей, находящихся в условиях несвободы? И есть ли у вас сравнение с тем, как это можно делать на территории Крымского полуострова? Ну, я могу сказать, что, конечно же, в России это очень трудно делается, очень тяжело. ФСИН очень закрытая система и ощетинивающаяся против любых воздействий мгновенно. Между тем это удается, это возможно. И, конечно, эта ситуация несравнимая с Крымом. Пожалуй, с Крымом сравнима только ситуация в северокавказских республиках, но в Чечне, в Дагестане, да, там вот ситуация похожая. Это те ситуации, которые отданы на откуп силовикам. Хорошо, а зачем силовикам, ну, по сути, вот уже 4 года, я говорю сейчас о крымских силовиках, 4 года с момента аннексии, по сути, никаких массовых каких-то протестов, я не знаю, или какого-то неудовольствия, по крайней мере, не было. Но, тем не менее, они все равно ужесточают дальше, ну, методы своих действий по отношению к арестованным, по отношению к тем, кто находится в СИЗО под следствием и так далее, и так далее. Зачем им это, если и так нет сопротивления? Ой, понимаете, у нас сейчас тоже в России практически нет никакой большой оппозиционной волны. Между тем мы видим дело вот сети, пензенское дело, которое раскручивается так, как не раскручивалось ни одно дело, а это дело выдуманное от начала до конца, где во главе этой сети, будто бы сети, стоят провокаторы из ФСБ, понимаете?
Ну, кто-то же согласился на их провокации. Понимаете, а там ничего не было, там были несколько разговоров, и все. Но сейчас там появилась взрывчатка, сейчас там появилось все, там ничего нет в этом деле, на самом деле. Вот. Все выдумано. Но это просто машина, которая должна развиваться, машина, которая пожирает сама себя, пожирает все окружающее. И как только она чувствует слабину ответа, она начинает только ужесточаться. А сейчас ей просто дали команду ФАС. Дали команду ФАС. И последний, наверное, к вам вопрос. Скажите, наша собеседница Ольга Скрипник сказала, что само по себе, вот такое, я не знаю, массовая публикация этой информации об этих 3 смертях в Симферопольском СИЗО, обращение в международные организации, обращение в европейские структуры, что оно... сама вот эта публичная шумиха, назовем ее так, или публичная активность, она каким-то образом будет сдерживать российских силовиков, и в частности Федеральную службу исполнения наказаний, по крайней мере, от совершения новых подобных действий. И вот может ли, по-вашему, вот этот международный резонанс действительно влиять на ФСИН, или это параллельные, или это вообще не пересекающиеся процессы? Нет, влияет. Публичный во всех заказных делах, а все дела вот такого рода заказные дела, заказанные, не обязательно это из-за денег, не обязательно из-за политики, это просто чьи-то большие интересы затронуты. Но в данном случае затронуты интересы ФСИН и так далее, и ФСБ, только огласка, только вмешательство международных организаций как-то сдерживает ситуацию. Огласка внутри страны и огласка наружу. Это, безусловно, правильный ход. Правильный ход, но к чему он приводит? Люди, ФСИН говорит, это всего лишь 3 суицида. ФСИНу говорят, смотрите, это же ваши люди должны были обеспечить в том числе право на жизнь этого человека, который находится под стражей. И все равно они говорят, хорошо, вот у нас 3 суицида. То есть в чем это может помочь? Внимание международных организаций и огласка. Вы знаете, мы боролись с ярославским ФСИН, и удалось снять верхушку и приостановить пыточные условия в Ярославском регионе, на некоторое время. Понятно, что не навсегда, машина заточена против этого. Но если бы не было огласки, не было бы этой борьбы, ничего бы не было. Нет, это помогает. Это помогает, конечно, это не панацея, конечно, вся система, она заточена против людей, но на некоторое время это удает приостановить дальнейшее продвижение. Представьте, на этой волне еще 3 суицида. Знаете, вот. Ясно, я вас понял. Да, спасибо вам большое за комментарий. Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник и руководитель организации «Русь Сидящая», был с нами на связи. Обсуждали только что недавние события в Симферопольском СИЗО. Там только в течение апреля было зафиксировано 3 смерти, и 1 человек находится в реанимации. С самого начала международные организации сообщили о 4 смертях, но Федеральная служба исполнения наказаний, которая несколько дней просто молчала и ничего не говорила, в том числе на заявление международных организаций, в конце концов выдало заявление, что смертей было не 4, а 3. И, соответственно, все они стали результатом самоубийства, то есть суицида, а 4-й человек все-таки не смог довести начатое до конца, то есть это был неудачный суицид, и этот человек сейчас находится в реанимации. Напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио Крым Реалии, мы с вами каждый день в 7:30 и в 12:10. Вы нас слушаете на средних волнах и на 105,9 FM. Есть каналы коммуникации, пишите, звоните, читайте смотрите трансляции, читайте комментарии. С вами был Павел Новиков, пока! Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту.